Любовь к врачебному искусству – это и есть любовь к человечеству. Так говорил великий Гиппократ. Этому учат своих студентов вот уже четверть века преподаватели Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. Именно здесь, в стенах медицинского института, сегодня постигают азы и основы медицины царица наук свыше 1000 студентов. В настоящее время медицинский институт Бурятского государственного университета является кузницей кадров для республиканского здравоохранения. Более половины врачей практического здравоохранения являются выпускниками БГУ. Сегодня в институте работают 11 профильных кафедр, которые базируются и в стенах Альма-Матер, и непосредственно на клинических базах в медицинских организациях. За 25 лет в Бурятском государственном университете удалось наладить по-настоящему стабильную систему подготовки высококлассных специалистов, которые сегодня спасают жизни. Студенты готовы к новым свершениям, ведь никто не знает, насколько далеко шагнет медицина еще через четверть века. Они уверены в себе, ведь у них есть прочный фундамент, который 25 лет создавали их старшие наставники. Добрый день, дорогие друзья! В рамках онлайн-проекта «Куда пойти учиться. Учебные заведения Республики Бурятия» в 3-м выпуске поговорим о медицинском институте Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. В гостях у нас заместитель директора по учебной работе Роднаева Ольга Анатольевна. Добрый день. Ольга Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о вашем медицинском институте. Медицинский институт Бурятского государственного университета появился не сразу. Вначале это был факультет. В 1995 году был первый набор, тогда было всего лишь 30 студентов набрано. И в 1999 году по приказу ректора был организован сначала медицинский факультет. И в 2014 он стал медицинским институтом Бурятского госуниверситета. Вначале это было только набор на направление лечебное дело. Хотелось бы сказать, что становление медицинского института и вообще медицинского образования в Бурятии было бы невозможным при непосредственном участии первого декана Николаева Сергея Матвеевича, доктора наук, профессора, а также целого коллектива, небольшого тогда еще, сотрудников БГУ, в котором также огромную роль сыграл Вальхаев Илларион Митрофанович, доктор медицинских наук. Коллектив начал развиваться, сотрудников стало больше, и в 2011 году появилась кафедра фармации. И в настоящий момент у нас две направления специальностей – лечебное дело и фармация. В какие сроки приходит прием документов? Сроки подачи документов в медицинский институт ровно такие же, как и везде, на все другие институты, факультеты Бурятского госуниверситета. План приема документов, сроки подачи устанавливаются календарным планом каждый год. Эту информацию можно будет увидеть на сайте БГУ. Но вот, например, в 2024 году прием документов начался 20 июня, и продолжался в течение всего июня, июля и на коммерческую, то есть договорную основу еще и в августе. Но каждый год, это уже у нас управление довузовской подготовки всего университета, устанавливает даты начала приема документов, окончания приема, ну и сроки выхода приказов, завершения приема документов. Все у нас точно так же, как и на других факультетах. Какие документы нужны при поступлении в институт? Информация о необходимых документах также находится на сайте БГУ в разделе «Поступающим» или «Для поступающих». Можно сказать, вот если очень кратко, да, то это стандартный пакет документов. Это паспорт, ИНН, СНИЛС, конечно, аттестат о среднем образовании. Или если студенты пришли после медицинских колледжей, техникумов, то они приносят документ об окончании этого заведения. Кроме того, приносится портфолио студентов, в котором есть грамоты, награды, если таковые имеются. Есть особенность, да, вы можете принести документы как лично в БГУ,
либо подать его все документы онлайн, просканировав или отсканировав эти документы, и также будете зачислены в число абитуриентов и участвовать в конкурсе при поступлении в ВУЗ. За что ВУЗ начисляет абитуриентам дополнительные баллы? Дополнительные баллы наши абитуриенты могут получить в случае, если они победители или призеры некоторых региональных олимпиад. Если они победители всероссийских, то есть возможность также проходить без экзамена. Дополнительно добавляются баллы для победителей и призеров олимпиад, установленных в перечне БГУ, куда, например, относится наша олимпиада, проводимая в рамках БГУ названием «Байкальская перспектива». В этой олимпиаде есть отдельная секция «Медицина». Помимо других направлений, она позволяет получить дополнительные баллы. Это не маленькие баллы. Победители и призеры получают дополнительно 10 баллов к своим основным баллам, и это существенно увеличивает их шансы при поступлении в общем конкурсе. Кроме того, значки ГТО, конечно же, медалисты, имеющие золотую, серебряную медаль, также некоторые другие олимпиады, призеры и победители их могут претендовать на получение дополнительных баллов, и вся эта информация находится на сайте БГУ. Можно будет ознакомиться непосредственно абитуриентам самостоятельно. Какой курс можно поступить с медицинского колледжа в ваш институт? Они студенты на какой курс поступают? Студенты медколледжа приходят и поступают на первый курс. При этом, имея зачетку, имея справку о том, какие дисциплины у них уже были, они имеют возможность или право перезачета. Некоторые предметы мы можем перезачесть из перечня тех дисциплин, которые были изучены студентами в медколледжах. Можно ли перевестись на другое направление? Если, допустим, студент пришел, поступил на одно направление, ему не понравилось, и он хочет перевестись, есть такая возможность? Если мы говорим по направлению, которое в нашем институте, а их два, лечебное дело и фармация, то, конечно, перевод на направление возможен как в одну, так и в другую сторону. То есть с лечебного на фармацию, с фармации на лечебный, но только на начальных этапах обучения, поскольку когда продолжается учеба уже более старших курсов, слишком большая разница в предметах. И возможности сдать предметы, которые уже пройдены в другом направлении, не получится. А вот в начале обучения, да, такое возможно. Как организована оплата за обучение? Там как-то можно сдать в первый, допустим, семестр или во второй. Есть такая возможность рассрочки? Да, оплата за обучение предусматривает разные варианты. Оплата происходит у нас централизованно, не конкретно в нашем институте, а это у нас централизованный план финансового управления. Предусмотрены и скидки для студентов, для абитуриентов. Они зависят от разных факторов, в том числе от набранных баллов студентами, точнее еще абитуриентами. И оплата может быть разнообразная. И сразу за семестр, и по месяцам. Более детальную информацию все же это вам расскажет ПФУ в том случае, если это будет коммерческое платное обучение. С коммерческого обучения можно перейти на бюджет? Такая возможность тоже существует, поскольку учеба в медицинском институте – это непростая учеба. Не все справляются с нагрузкой, которая предусмотрено учебным планом. Соответственно, бюджетные места могут освобождаться. И в случае, если бюджетные места появляются, ежегодно у нас вот как раз сейчас в начале учебного года объявляется конкурс перевода на бюджет с договорной основы. Основаниями для перевода могут быть несколько. Это прежде всего хорошая учеба. А также это могут быть социальные условия. Пакет документов, который нужно будет подготовить, вам скажут уже в деканате медицинского института. Он стандартный, и нужно будет подготовить все документы и ждать конкурса. На конкурсной основе комиссия выбирает тех претендентов, которые будут переводиться на бюджет. На каждом курсе комиссия рассматривает отдельно студентов, и перевод на бюджет у нас происходит каждый год.
Мгм. Какие кружки, секции студенты могут посетить в неучебное время? В медицинском институте организованы кружки по клиническим специальностям. Например, у нас есть кружок по терапии, по педиатрии, по хирургии, по акушерству и гинекологии. Студенты имеют возможность уже во время учебы погрузиться в ту специальность, которая станет в дальнейшем их основной. Помимо кружков клинических, наши студенты имеют возможность заниматься научными исследованиями в тех лабораториях, которые организованы на базе медицинского института. И у нас есть лаборатория биотехнологии и лаборатория инновационной фармацевтики, в которые студенты вместе с преподавателями, аспирантами, ординаторами выполняют научные исследования, а затем выступают, защищают их на мероприятиях разного уровня, выездных в том числе, в разных городах России, занимая призовые места ежегодно. Научные исследования в институте проводятся по разным направлениям, целью которых является реализация проектов по разработке и внедрению новых лекарственных форм на основе растительного сырья, развитию инфраструктуры здравостроительства на основе методик восточной медицины и экотуризма. Преподавателями Бурятского государственного университета совместно с учеными Бурятского научного центра были разработаны новые способы получения фармацевтических веществ, которые защищены несколькими десятками авторских свидетельств и патентов Российской Федерации. Наиболее значимые научными подразделениями медицинского института являются лаборатория инновационной фармации, занимающаяся разработкой фармацевтических средств природного происхождения, а также лаборатория биотехнологии, занимающаяся технологиями регенеративной медицины, совместно с компанией Диагрупп. Каким студентам предоставляется место в общежитии? Бурятский государственный университет имеет несколько общежитий. Студенты медицинского института проживают в 3 общежитиях. Место в общежитии в первую очередь предоставляется студентам иногородним, с районов Республики Бурятия, иностранным студентам, а также тем, кто имеет льготы, например, сиротам. Расскажите, пожалуйста, где ваши студенты проходят производственную практику? Особенности обучения в медицинском институте предполагают практику учебную и производственную, начиная уже с 1 курса. Студенты проходят практику во всех лечебных учреждениях города Улан-Удэ, а также Республики Бурятия, таких как Республиканская больница имени Семашко, Республиканская больница скорой медицинской помощи, Детская республиканская клиническая больница и все поликлиники города, а также другие учреждения города, включая, как я уже сказала, районные больницы. И такая практика на протяжении всего периода обучения. А как институт помогает с трудоустройством выпускников? У выпускников медицинского института проблем с трудоустройством нет. Республика Бурятия испытывает кадровый голод, и в настоящий момент он сохраняется. Поэтому наши выпускники всегда имеют возможность трудоустроиться. Кроме того, у нас есть целевые наборы. Целевые студенты, которые заключают договора с Минздравом, а также с лечебным учреждением в районах Республики Бурятия и по городу Улан-Удэ, уже обеспечены в конце своего обучения местом рабочим согласно тому договору, который заключили перед поступлением. Это все районы Республики Бурятия, районные больницы, а также лечебные учреждения города Улан-Удэ. А вот у студентов медицинского института у них есть возможность проходить, допустим, производственную практику и получать за это зарплату? Как трудоустроиться на период производственной практики, проходить практику, тут же получается работать. У них такое бывает? Бывают такие случаи? Вообще, производственная практика, учебная практика, это входит в наш учебный план. И то, что входит в учебный план, это обязанность студента и не оплачивают. Если он дополнительно, многие наши студенты, начиная уже после третьего курса, имеют возможность получить допуск к работе в качестве медицинской сестры, медицинского брата, то тогда многие из них трудоустраиваются отдельно и продолжают одновременно и учебу,
и работу. И следует также отметить, что вот такой вот стаж работы в лечебных учреждениях потом имеет значение при дальнейшем постдипломном образовании студентов, выпускников. Предоставляется ли стипендия студентам? Стипендия студентам, так же, как и во всем БГУ, предоставляется тем, кто учится на бюджетной основе. К сожалению, договорники, обучающиеся платно, стипендию не имеют, не назначают. При этом еще хотелось бы отметить, даже бюджетникам стипендия назначается в случае успешной сдачи сессий. Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, когда у вас в институте проходит День открытых дверей? Да, это те мероприятия, которым мы уделяем очень много времени. День открытых дверей или иначе умные каникулы организуются в медицинском институте в период каникул осенью и весной. Преподавателями медицинского института организуются мастер-классы, на которые могут прийти желающие старшеклассники, будущие студенты, абитуриенты, посмотреть, как устроен наш институт. Мы проводим экскурсии, разные направления, тематики. Ольга Анатольевна, подскажите, пожалуйста, может быть, для школьников есть какие-то подготовительные курсы? Медицинский институт входит в сетевой образовательный округ, организованный БГУ, в котором проходят занятия дополнительные по сети, то есть в онлайн, с республиканскими школами, с городскими школами, как раз направленные на подготовку учащихся к ЕГЭ, успешной сдаче ЕГЭ. Кроме того, у нас работает во всем университете, и в том числе в медицинском институте, ДНК, так называемый Дом научной коллаборации, куда могут прийти дети, заранее записавшись, и там проходят занятия, которые связаны с проектной деятельностью, погружением уже в будущую профессию. Кроме того, в 2022 году по инициативе Министерства здравоохранения Бурятии был организован медицинский рабфак для тех, кто желал бы учиться в медицинском институте, но, к сожалению, не поступил по разным причинам в медицинский институт по баллам и будет в течение следующего года готовиться учиться на рабфаке. Следует отметить, что обучение там бесплатное, конкурс есть для поступления на рабфак, и в этом году очень успешно выпускники рабфака поступили в медицинские вузы не только в БГУ, а вообще по России. Также на базе медицинского института есть симуляционный центр. В симуляционном центре собраны муляжи, макеты, тренажеры. Там проходит обучение студентов по общению с пациентом, манипуляции с пациентами. А там же проходит аккредитация будущих специалистов и уже специалистов, практикующих врачей постдипломного образования. Также там проходят занятия со школьниками, которые получают навыки оказания первой медицинской помощи. Ольга Анатольевна, подскажите, пожалуйста, а выпускникам предоставляется возможность дальше пойти учиться? И на каких условиях происходит отбор обучения? После дипломное образование, конечно же, предусмотрено. Вообще выпускники медицинского института, получившие специальность врач, должны начать работу сразу после окончания в поликлиниках города как поликлинические терапевты. Либо поступать в ординатуру на специализации, и здесь уже зависит от того, какой выбор специализации они сделают. Будет это хирургия, будет это терапия, анестезиология, акушерство, гинекология и так далее. В настоящий момент у нас есть открытые специальности ординатуры. Это очень удобно и хорошо для выпускников, обучающихся на базе медицинского института, и продолжать обучение также у нас в институте. Это 9 направлений, с ними тоже можно ознакомиться уже на сайте БГУ. Наша встреча подошла к концу. Ольга Анатольевна, спасибо вам за информацию. Спасибо вам за приглашение. Ждем вас в стенах нашего института. До свидания. До свидания.